Я продолжаю писать карту дня на 3 мая. Это вторая часть. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, а вам нужен знак, допустим, там Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев или Дева, тогда вам нужна первая часть. Здесь ваших знаков нет. Как ее найти? Внизу под видео, если вы вниз прокрутите, я оставила ссылочку. Там написана ссылка на первую часть. Да, то есть и ссылочка стоит. Нажимаете, переходите и таким образом можете посмотреть свой знак зодиака. А я смотрю дальше. Весы у нас идут следующие. 3 мая, среда, события для весов. Меня интересует. Покажите мне, что будет у весов. Угу. Я уже поняла. Смотрим. Куда-то вы, наверное, будете сильно торопиться или ехать. Карточки, если разлетаются, обычно это указывает. Подарочек можете получить или подарить кому-то. Застолье. Возможно, вот у вас будет застолье, вы на него будете спешить с подарком. Приятная встреча. Роза всегда показывает, да, то есть либо это будет свидание, прям романтическое свидание, вдвоем где-то. Чашка чая, гости. Может быть у вас, потому что, хотя и вы можете пойти в гости. Ну, в общем, тут, видите, много событий, да, то есть указывают на одно. Бокал, чашка чая, да, то есть и роза. Это застолье, гости, приятная встреча. Это, похоже, одно свидание. Ну и подарок тоже сюда же. Как-то больше ничего не хотят показывать. Да, и время. Будильник показывает, что у вас вот эта встреча, да, застолье и гости, оно будет на определенное время, и вы будете спешить в этот день. Потому что я уже по картам видела, они когда вот так падают, летят в разные стороны, это значит спешка. Так что весы, правильно все распланируйте в среду, а то иначе куда-то опоздаете. Тут еще где были гости, смотрите, могла получаться расческа получиться, да, то есть это неприятности. Какие неприятности? Со временем, да, неприятности. Так, нет, а здесь нет карты. Значит, в этот день у вас все события указывают, похоже на одно. То есть показывает, что в руках у вас будет подарок, не знаю, то ли вы получите, то ли подарите. Будет застолье, да, то есть за столом будет мероприятие какое-то, приятная встреча, ну, радует, да, что с приятными людьми, гости и на определенное время. Ну вот видите, у вас как-то все крутится вокруг одного какого-то события в этот день, какого-то застолья. Благодарю за внимание и, ну, с предупреждением, да, то есть самое главное куда-то не опоздать в этот день. Благодарю вас за внимание. Я перехожу я к скорпионам. Скорпиончики. Смотрим 3 мая. Скорпионы, покажите мне события дня. Среда. Удача, подкова. По-моему, только у вас выпала удача. Ну, пока, да, вот ваш 8-й знак. Вы у нас будете везунчики в среду. Может прийти какая-то новость. Чаще всего это в электронном виде. То есть, когда мы там приходит смс, какая-то письмо на почту, либо мы там где-то вот в интернете какую-то новость видим.
Змея, общение со змеей. Решение вопросов, возможно, новость о решении какого-то вопроса. Время, будильник. Будильник всегда предупреждает о том, что вы можете не успевать, опаздывать. Да, то есть вам назначено, допустим, у вас решение вопроса в определенный, да, момент. Или змея, может быть, например, медика показывать. Да, то есть или у вас встреча со змеей на назначенное время. Так что правильно рассчитывайте все. А то не успеете. И победа еще, видите, выпадает рядом. Решится вопрос, да, то есть победой для вас, хорошим результатом. Потому что решается всегда, не всегда хорошо, да, бывает решается не в нашу пользу. А тут, видите, подсказывает, что в вашу пользу решится. Так, здесь нет. Смотрим, чемодан нельзя. Дальше здесь нет. Ожидания. А может быть наоборот, в вашем случае это будет не спешка, да, по времени, а наоборот по кораблику долго будете ждать. Так тоже может проигрываться. То есть какая-то будильник всегда показывает, идет проблема со временем. Либо оно растягивается, либо оно наоборот сжимается. Бокал нельзя. И здесь нет. В общем, смотрите, значит, якорь еще есть. По якорю, да, вот как будто ожидание. Корабль бросил якорь, мы где-то бросили якорь и долго стоим, нудно ждем. Да, и время нудно тянется. Так, ну давайте смотреть теперь, что получилось. Показывает, что у вас в этот день будет удачным, да, вот несмотря даже на эти ожидания, все равно все для вас в итоге закончится победой. В общем, удача на вашей стороне, получение информации, новостей, решение вопросов, победа. Проблема со временем, долгое ожидание, остановка и общение со змеей. То есть это может быть человек по году рождения змея, это может быть медик, или еще это может быть кто-то, знаете, с таким очень острым язычком. Да, вот у вас есть жало, вы можете жалить, и змея тоже может жалить. Поэтому, может быть, здесь вот эта встреча, да, будет с таким вот человеком. Так что будьте к этому, если что, готовы. Благодарю за внимание и перехожу стрельцам. Смотрим, стрельцы. Третье мая. События дня для стрельцов. Интимная связь, кровать. Первое событие. Цыпленок. Цыпленок здесь может быть общение с семьей, с детьми, или может быть показывать что-то новое еще тоже. Вот появляется что-то новое в вашей жизни. Приглашение. Метла, ссора. И победа еще есть. У вас будет какая-то победа, может быть, не знаю, победа в ссоре. Хотя, да, вот в ссоре победителей не бывает.
Тайная встреча, тайное свидание, ссора из-за тайной встречи. Здесь нет. Значит, смотрите, у вас получается, может быть интимная связь в этот день, кровать. Или кровать, если выпадает первым событием, еще может подсказывать нежелание с утра вставать. Да, вот прям не хочется и все. Дальше цыплята, дети, общение с детьми. Или получение чего-то нового в этот день. Да, то есть посетили новое место, прочитали новую книгу, не знаю, там, ну, в общем, что-то новенькое может быть. Приглашение куда-то, победа, тайная встреча, свидание и ссора. Ну, еще иногда метла проигрывается как наведение порядков. Может быть, у вас, да, вот так проиграется еще. Не ссорой, а наведением чистоты дома. Может быть, даже и на работе иногда. Ну, то есть, когда в бумагах там где-то наводишь порядок. Так что вот так. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерогам. Смотрим. Козерожки. Третье мая. Козероги, среда. Еще есть тайная встреча. Так, значит, смотрите. Первая тайная встреча, свидание. И конвертик — это получение, когда мы что-то получаем. Общение с семьей, с детьми. Новость. Дорога. Это, кстати, может быть билет, если брать с дорогой. Пустые разговоры. Подарочек. Здесь нет. Значит, смотрим. Получается, вы что-то получите в этот день. Можете получить, например, посылку, получить какую-то информацию, получить справку, документ, то есть какое-то получение. Дальше семейная жизнь, семья, дети, общение, новость, тайная встреча, поездка, пустые разговоры и подарочек. Вот такие события у вас в этот день. В принципе, все позитивные выпали. Ну, кроме тайная встреча, да, то есть тут вот как бы такое себе событие иногда показывает, что в тайне от нас, да, то есть кто-то с кем-то встречается. Вот такая информация для вас выпала. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Так, водолеи. Третье мая. Третье мая, водолеи, среда, события дня.
Время сразу же выпадает. Первое событие — будильник. То есть с утра может, например, не прозвенеть будильник. Или даже если прозвенит, да, то есть вы неправильно рассчитаете время и куда-то опоздаете. Поэтому такое предупреждение обычно идет. Домик выпадает. Дом — это событие в доме в этот день. Успех. Получение. Цыпленок — это общение с семьей, с детьми. Еще вот есть какой-то нерешенный вопрос у вас, может быть, в среду. Победа. Интересно, да, нерешенные вопросы, победа. То есть один вопрос точно решится, да, то есть с победой для вас, а второй не решится. И ножницы, видите, они не выпали, поэтому вот этот никак не решится. Горизонтали нет, вертикали смотрим, нет. И еще есть печаль. Тут, кстати, событие может быть как-то связано с печалью, да, то есть какое-то печальное, или на событии произойдет какая-то неприятная ситуация, которая вас расстроит. Да, вот два варианта, как может проиграться. Значит, смотрим, у вас, получается, будет проблема со временем в этот день. Может быть, вам надо будет одновременно, да, вот успеть везде, поэтому вот однозначно следите за временем. События в доме, разочарование, печаль, успех, победа, получение чего-то, нерешенный вопрос и общение с семьей, с детьми. То есть, возможно, здесь события, просто имеется в виду, что на этом событии будет семья, будут дети какие-то, да, в окружении, поэтому тут могут вместе проиграться. Так что, видите, какая тут информация у вас. С одной стороны, есть победа, успех, но с другой стороны, есть и нерешенный вопрос. Кстати, вот он может вас еще расстроить, да, вот этот нерешенный вопрос. Ну, вот так. Будет и хорошо, и плохо в этот день. Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Так, смотрим дальше, что у нас у рыбок будет. 3 мая. События дня для рыбок покажите мне. Ожидание, первое событие. Сердце нельзя. Успех. Исполнение желания. Цветочек. Сердце нельзя. Подарок нельзя. Змея.
Ну, это люди, которые желают вам зла, завидуют вам, да, то есть к этому вот надо быть готовым. Иногда проигрывается как медики или по году рождения змея, да, то есть это в положительном значении. Поэтому тут я не могу сказать, как оно уже точнее проиграется. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрите, у вас показывает 4 события будет. Первое, с утра придется чего-то подождать, да, то есть оно того стоит, потому что показывает, что исполнится желание в этот день. Возможно, вы ждете, то есть вы знаете, что в этот день это будет, потом просто вот, знаете, такие предвкушения, да, то есть исполнение желания, успех какой-то, успех больше связанный с работой, с делами, по венку идет, победа еще может быть, если какие-то конкурсы, соревнования. Ну и змея, ну я думаю, что это как завистники, наверное, проиграется, да, то есть может быть какая-нибудь там подружка или соседка. Но опять же, да, то есть можно методом исключения. Если у вас в окружении нет людей, да, по году рождения змея, и вы не собираетесь никак контактировать с медиками в этот день, то тогда это точно будут завистники. Люди, которые попытаются как-то вот ужалить, съязвить, да, сказать что-то неприятное. Не чтобы порадоваться, да, вот за ваши успехи. Ну вот, будут как-то себя так вести. В общем, вот такая вот информация для вас, рыбки, на среду. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.